Поскольку я родом из Чеддерлунги, я считаю представление 3 моих книг как некий отчет, творческий отчет перед моим народом. Речь идет вообще, хотя это о 3 направлениях моей работы, на самом деле все 3 направления очень тесно связаны с проблематикой гагаузов, с проблематикой истории и культуры гагаузов. Прежде всего, это вот книга, посвященная русскому языку. Она составлена по решению правительства Москвы, издана под грифом правительства Москвы, составлена из 3 докладов, с которыми я выступал в Париже, в Варне и в Шанхае. Вот была международная ассоциация по пропаганде русского языка, и там были делегации. Поэтому эти книги, она связана с гагаузами прежде всего тем, что благодаря русскому языку во второй половине 20 века была сформирована гагаузская творческая, административная, политическая элита, которая добилась признания самодостаточности гагаузского народа благодаря русскому языку. В качестве примера такого же могу привести из первых этносоциологических исследований, которые были проведены Институтом этнологии, тогда Институтом этнографии Академии наук Советского Союза в Татарстане. И мы впервые обнаружили удивительную закономерность. Среди 5,5 миллионного татарского населения Советского Союза, чем лучше татарское население владело русским языком, тем более прочное, укоренившееся у них было татарское самосознание. То есть русский язык был локомотивом формирования этнического самосознания. Такая же история произошла и с гагаузами. Вторая половина 20 века сформировалась на базе русского языка гагаузская элита, которая оказалась способной выражать интересы своего народа. Вот поэтому эту книгу я позволю сегодня себе презентовать Русскому центру и Михаилу Макаровичу. Сейчас я скажу обо всех сначала книг, потом. В прошлом году был 70-летний юбилей моего директора, с которым я работаю уже около 20 лет, и с которым я вместе кончал исторический факультет Московского университета. Валерию Александровичу Тишкову исполнилось 70 лет в ноябре прошлого года, и вот он, видите, какой красивый и молодой. Это академик Тишков, директор института, в котором я тоже работаю долгое время. Книга называется «Феномен идентичности в современном гуманитарном знании». Почему феномен идентичности и как я связан с этой книгой? Дело в том, что в 1973 году в Чикаго я выступил с докладом, который назывался «Элементы этнической идентификации». Тогда еще надо было пройти отдел науки и отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС, и мне в ЦК говорили: Михаил Николаевич, зачем вам это иностранное слово «идентичность»? Ведь есть же русское слово «тождественность». Но, понимаете, тождественность и идентичность – это не совсем одно и то же. Поэтому 1973 год был доклад, потом вышла книга «Идентификация идентичности». На 3 прошедших конгрессах мы с одной коллегой из Омска руководили секцией по идентичности. Причем наши конгрессы собирают заявки от 1500 человек, а у нас на секции, из 30 секций у нас работает до 70 человек. То есть идентичность, которая была встречена в штыки в начале 70-х годов, теперь приобрела уже статус чуть ли не самостоятельного научного направления. И вот эта книга «Феномен идентичности» сегодня все озабочены тем,
идентичность России, кто такая Россия, идентичность каждого субъекта федерации, и вплоть до идентичности отдельного человека. Это, в общем-то, идентология. Это новое междисциплинарное направление, которое имеет прямое отношение и к гагаузам. Наконец, гагаузы. Тома, где у нас будет? Ага, вот. Наконец, гагаузы. В прошлом году была презентация книги «Молдаване». В конце, в декабре, вышел очередной том из серии «Народы и культуры». Значит, когда мы готовили эту книгу, идеологема ее подготовки, когда были наши совещания с творческим коллективом, цель была поставлена одна. Чтобы гагауз, который сможет взять в руки эту книгу и прочитать какие-то интересные ему страницы, чтобы он мог гордиться своей историей, своей культурой, своими героями, своими людьми и так далее. То есть, но главное значение этой книги может быть не столько в том, что она интересная, что там мощный иллюстративный материал, а тем, что сами гагаузы поставлены в один ряд. Дима, следующее можно? В один ряд с серией. А, да, это вот тут третье окно сбоку и сверху. Это мой кабинет. Здесь окно. Это Академия наук Российской Федерации. Вот с момента развала Советского Союза мы переехали в это здание. И вот там где. Ну ничего страшного. Да. Вот это мой кабинет. Значит, нет, серию, Дима. Ага. Значит, в чем главная задача этой книги, кроме того, что любой гагауз, читающий ее страницы, мог гордиться своей историей и культурой? Главное значение этой книги, что далось мне с особым трудом, это то, что она поставлена в один ряд с другими народами евразийского пространства. В одной из рецензий об этой книге сказано: гагаузоведение находится еще в младенческом возрасте, и коллективная монография зафиксировала этот возраст. Очень известный, молдавский, уважаемый мною историк не смог осознать масштабной значимости этой книги и назвал гагаузоведение младенцем, хотя на самом деле эта книга стала в один ряд с украинцами, с молдаванами и с другими народами евразийского пространства. То есть это значение этой книги где-то в одном типологическом ряду с гербом, с флагом, с образованием автономии Гагаузии и так далее. Почему? Да потому что гагаузы теперь рядом с абхазами, с татарами, с народами Дагестана. Более того, обратите внимание, тюркские народы Крыма, это значит крымчаки, это значит крымские татары, это значит караимы в одном томе. Народы Поволжья и Урала, тут финно-угорские народы в одном томе. А том гагаузы, ну, гагаузна севера, похвастаться, как сказать, Ülme. Kabarma. Ülme, Brasivela. Ben de şimdi savaşayan Ülme, bu tiyatname o bir taraftan 60 yaprak daha kalın nice Moldovanlar. Это Молдавия. Bir taraftan, ikinci taraftan Gagauzlarda 3000 kent hani seçildi. Moldovanlarda sadece 1069 kent seçilmiş. То есть, короче говоря, мне, конечно, было обидно, когда рецензент не сумел понять, в чем квалифицированный, грамотный, известный рецензент, не мог понять значимости, и накануне 8 марта
он критиковал двух авторов из этой книги за то, что ну, как-то они редко его цитировали, не знаю еще за что, но вообще лично я бы себе, конечно, не позволил накануне, за день до 8 марта, выступать с критикой двух дам, хотя у них были некоторые недоделки и ошибки. Они взяли пример у нашего народного собрания. Они перед 8 марта тоже критиковали. Да. У нас интерактивная доска, вы когда дотрагиваетесь дальше, вы стараетесь Дотрагиваться, значит, дальше. Не надо. Автоматически идет дальше. Да, это наш академик, вот, в честь которого подготовлен вот этот том по идентичности. Это зам главного редактора, который вот, обеспечил выход 19 вот таких томов. Вышло уже под грифом нашего института о народах евразийского пространства. Значит, и мне очень приятно, что удалось не без труда пробить, чтобы гагаузы стали в один ряд с остальными народами евразийского пространства. И надо сказать, что дальше мне помогала Елизавета Николаевна Квиленкова, ответственный, трудолюбивый, жадный до публикации своих работ человек. К сожалению, она сегодня не могла прийти, но только что с ней разговаривал Николай Макарович Стоянов. У нас первый том следующей книги. Следующая книга у нас будет называться «Гагаузы в мире и мир гагаузов». Предполагается, что он будет подготовлен для участников 3-го международного конгресса гагаузов, который состоится в последней декаде августа. 17-18 августа. Да, 17-18 августа этого года. И вчера по радио, кстати, передали глупость, что, дескать, завтра состоится презентация книги Губогла «Гагаузы в мире». И дальше последовал перечень того, что ожидает эту книгу. Презентация участникам Конгресса и так далее, и так далее. То есть перепутали вот презентацию московского варианта гагаузов с двухтомником, который готовится для Конгресса. Это две разные книги совершенно. Почему разные? Потому что в первом томе двухтомника, значит, там будут статьи, воспоминания о Михаиле Петровиче Губоглу. Не Губогло, а Губоглу. Воспоминания его сокурсника Николая Григорьевича Карлазяну. Они учились вместе в Черновицком университете. Будут воспоминания Степана Степановича Уроглу, царство ему небесное, Степана Степановича Булгара, Ивана Федоровича Грека, мои воспоминания. И будут опубликованы все названия всех 300 с лишним наименований тех публикаций, которые опубликовал Михаил Петрович за годы своей творческой жизни. Дальше. Том «Гагаузы» дался не без труда. Значит, мы над ним работали уже где-то с 93-го года. В 93-м году в серии «Народы и культуры» должен был появиться том «Народа Молдавии». Молдаване, гагаузы, болгары и так далее. Но мне показалось, что если бы был такой общий том, это было бы трудно вместить в него весь тот материал и весь тот историографический багаж, который уже накоплен по изучению и молдаван, и гагаузов, и болгар, и представителей других национальностей. Поэтому было проведено 7 российско-молдавских симпозиумов и издано 10 томов. 10 томов. Серию мы назвали курсом «Развивающаяся Молдова». И в этих 10 томах собраны материалы, которые вошли в этот том, в том «Гагаузы». Причем за эти же 15 лет защищено
5 кандидатских диссертаций. Институт этнологии и антропологии – это головной институт в мире по изучению межэтнических отношений. И то, что дипломы получили земляки из Гагаузии, лично мне доставляет очень большое удовлетворение, что 5 кандидатов наук, а по-молдавски их называют докторами наук, родились именно... Ага, вот Степанов пришел, можно его поприветствовать. Родились, защищены у нас, и вот материалы гагаузского тома, они, в общем-то, изданы здесь. Не все они вошли в этот том, но тем не менее, сами эти симпозиумы, предварительное обсуждение этих докладов помогли нам подготовить в том числе этот том Гагауза. То есть практически на этот том вместе со строительными материалами ушло около 15 лет. 15 лет, поэтому тем обиднее вот такая анонимная рецензия, которая пытается принизить значимость этого тома за счет того, что якобы это младенец, якобы ему еще расти, первый шаг в жизни младенца. Ну просто глупость какая-то. И надо было это вообще сначала опубликовать на сайте, поместить на сайт, а потом опубликовать вот в такой газете. Но тем не менее время идет, дело сделано, и мы имеем возможность теперь эту книгу презентовать каждому автору, а также библиотекам. Ну вот для начала я хотел бы ее презентовать Люде Карачабан, поскольку мой долг личный перед ее отцом, это мой внук, кстати, его зовут тоже Михаил, уже видите, и Михаил здесь. Он уже написал книгу? Интереснее, он сказал: дедушка, а ты можешь мне авансом написать кандидатскую? Значит, скоро будет юбилей Дмитрия Карачабана, поэтому я сегодня хочу презентовать директору Бешалминского музея вот с такой надписью. В дар этнографическому музею села Бешалма в знак признательности его выдающемуся основателю Дмитрию Карачабану с добрыми пожеланиями. Это молдаване. И том Гагаузы. В дар Бешалминскому государственному этнографическому музею, хранителю и гаранту гагаузской самобытности от имени авторского коллектива. Пожалуйста. А мы поехали дальше. Значит, это Шимашов, профессор из Одесского университета, который написал важную часть в этой монографии, важную часть о гагаузах Украины. Правда, из-за того, что у нас было мало места, он ограничился лишь изображением историографии. Между Россией и Украиной идет конкуренция, кто первый, кто больше, кто лучше написал о гагаузах. И то ли профессора Новороссийского университета в Одессе, то ли русский генерал, большой ученый Валентин Александрович Машков, да. Ну, вообще, вот тот первый том, который сейчас в издательстве находится, там будет специально сказано о 3 русских генералах. О генерале Машкове, о генерале Инзове и генерале Бранденбурге. Каждый из них по-своему внес лепту в обеспечении, в жизнеобеспечении гагаузов и в историографии, тоже в их изучении. Шимашов автор в этой книге раздела об украинской историографии. Дальше, поехали. Значит, особенностью этой книги является то, что Наталья, как она, Наталья? Моисеевна. Наталья Моисеевна Калашникова с разрешения директора музея Российский этнографический музей.
с разрешения директора Российского этнографического музея она опубликовала коллекцию гагаузских предметов, которые хранятся с начала 20 века, 1905 год были первые коллекции. Эти коллекции хранятся в Петербурге в музее. И она сфотографировала примерно полсотни иллюстраций, которые помещены вот в этой книге впервые. То есть это не просто иллюстрации, а иллюстрации впервые увидевшие свет. Дальше. Ну, это всем знакомое здание музея в Бешалме. Люда здесь сидит с нами. Дальше. Значит, вот комплекс мужской одежды, Минтан, Карьерная, Фута, Чурман, Махмудя и так далее, и так далее. Украшения. Все эти вещи хранятся в коллекциях РЭМа, Российского этнографического музея в Петербурге. Я думаю, что я правильно поступил, что эту коллекцию поместил в первый том. Когда приедут люди, гагаузы, на 3-й конгресс со всего мира, у них будет возможность получить первый том гагаузов в мире с тем, чтобы эти иллюстрации, повторно изданные, можно было бы дальше, да. Да, Шарклар, я понял, Чарклар, иконка, пряжки, шарфики, обувь. Ошибочка. Да, я должен выразить огромную признательность и благодарность племяннице своей, Анне Георгиевне, которая подготовила, доктору наук, кстати, которая подготовила этот иллюстративный материал. Значит, вчера мы проверяли, и, видимо, я зевнул. Саргы. Вот Саргы. Саргы, ну точнее было бы назвать Саргылат, потому что Саргы парная вещь. Хотя Саргы очень многозначное слово. Вот на Аляске цвета снега, как рассказывал мне Сергей Александрович Арцюнов, имеют до полусотни наименований, в зависимости от плотности, от сухости, от жесткости и так далее, и так далее. В гагаузском языке, предки которых были кочевниками, тоже саргы имеет многозначную этимологию. Вот когда падает осенью мокрый снег большими хлопьями, это называется чобан саргысы. Чобан саргысы — это крупные это самое. Дальше. Ну это все украшения. Какие, значит, седель, бонджу, махмудя. Я долго искал, у какого времени эта монета турецкая. Это где-то начало 18 века. Потом это значит, есть лифты, есть махмудия. Это значит, что украшения у гагаузов связаны с украшениями, которые пришли из Добруджи, из места, откуда они к нам переселились. И в этой связи я позволю себе напомнить об украшениях, о материальной культуре и духовной культуре тюркского населения Добруджи. В прошлом году, должен признаться, случайно я попал на книгу Дмитрия Кантемира, которая называется «Система или состояние мухаммеданской религии». Книга была написана издана в 1722 году по личному указанию Петра I. Это то время, когда Маша, старшая дочь Дмитрия Кантемира, ждала ребенка от Петра I, и молдавский народ имел возможности, потенциальные возможности стать царского рода
дочери Дмитрия Кантемира. Так вот, Дмитрий Кантемир в этой книге, значит, книга, вот она вот такого примерно формата, в кожаном переплете, в советские времена была в спецхране. Правда, профессор Губоглу из Бухареста написал о ней немножко не совсем точно. Он написал в своей статье «Дмитрий Кантемир. Основоположник румынского востоковедения», что книга Кантемира «Система» находилась под запретом. Ну, на самом деле она под запретом не находилась, она была в спецхране, и по специальному разрешению можно было эту книгу купить. Но книга, кожаный переплет, вы представляете, 1722 год. И вот когда ее читаешь, ну какое-то глубокое волнение охватывает от того, что это древняя книга. На самом-то деле ее скорее можно считать этнографической книгой, чем сводом правил, чем грамматикой жизни, потому как должен жить человек, исповедующий ислам. Так в этой книге, написанной, опубликованной в 1722 году, сказано очень длинное есть место о том, что обычаи гостеприимства Канийского и Добруджанского вилаята одинаковые. И тут мгновенно возникает в голове масса ассоциаций. Канийский вилает, это значит сельджукское государство, 1187-1300 год. Это предтеча осман, сельджуки, узы, которые медленно превращались, благодаря контактам с греческим, армянским и еврейским населением, превращались в будущих носителей, жителей Османской империи. И тот факт, что Канийский вилает где-то чуть ли не на востоке Малой Азии и Добруджа на востоке Балканского полуострова, народы на стыке 17 и 18 века имели общие обычаи, вплоть до того, что как принимали гостей, как провожали гостей, как соблюдали безопасность гостей. Ну, все совпадает с теми обычаями, о которых писал Машков на рубеже уже 19 и 20 века. Короче говоря, нам, исследователям, в книге Дмитрия Кантемира дан прекрасный материал, основа для изучения цепочки между турками-сельджуками и населением Добруджи. И сейчас я найду эту статью, может быть, даже зачитаю. Губоглу 474. Вот. Значит, в этой книге феномен идентичности, поскольку речь идет, кто такие русские, кто такие молдаване, что такое Россия, что такое Татарстан и так далее. Вот моя статья называется «О роли личности в этнической истории. Штрихи к жизнедеятельности Изиддина Кейкавуза». Ну, обычно, когда говорят об Изиддине Кейкавузе, обычно путают его с его двоюродным дедушкой. Значит, был Алаэддин Кейкобат, знаменитый султан турок-сельджуков. У этого султана был брат Изиддин Кейкавуз Изиддин, первый. Вот не надо путать Изиддина Кейкавуза первого с Изиддином Кейкавузом вторым. Второй, который приехал в Добруджу и который жил в Добрудже, он практически был, для него Изиддин Кейкавуз первый был его двоюродным дедушкой. Так вот, я начинаю эту статью со следующих слов. Задача приводимых ниже, увы, отрывочных сведений о жизни Изиддина Кейкавуза II никоим образом не сводится к подтверждению или опровержению сельджукского происхождения гагаузов. То есть, статья большая, около 40 страниц. Это история маргинальности Изиддина. Он официально исповедовал ислам, а тайно исповедовал православие. И надо сказать, что сельджукское население
вот 12-13 века, оно, в общем-то, это был не единичный случай, когда люди официально исповедовали ислам, а тайно, на самом деле, они считали себя православными. И как раз вот к 3-му международному конгрессу я готовлю доклад, который будет называться «Тюркское обрамление Черного моря». 13 век и современные сполохи 13 века. Короче говоря, речь пойдет о 13 веке, когда Черное море, произошло обрамление Черного моря с юга, с севера, и сомкнулись на западе тюркские племена, печенеги, узы, торки, это известная публика, и вместе с тем сельджуки тоже. И вот история, по крайней мере, 3 поколений сельджукских султанов, от Алаэддина Кейкобада до Иззеддина II, показывает, что сельджуки шли не только через Адриатическое море, но они шли и через Черное море. Более того, половцы, о которых мы до сих пор думали, что они прошли только степным, земным путем, оказывается, они в Добруджу переселялись и по Черному морю. То есть, ну и так далее. Это совсем другой рассказ. Дима, поехали дальше. Анна Георгиевна, дальше. Да, ну это все предметы из культуры гагаузов. Да, дальше можно идти дальше. Вот, значит, каменные изваяния. Удивительные памятники. По своей исторической значимости не менее значимы, чем парфянские ковры, чем скифское золото и так далее. И когда меня кто-то в рецензии пытался критиковать, что у меня очень большая длинная библиография, и что есть некоторые книги внесены, в которых слово «гагауз» не произнесено, я готов напомнить о том, что лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин, его гениальное стихотворение «Встреча», где говорится о его символической, воображаемой встрече с каменными изваяниями. Вот как пишет Иван Алексеевич. «С нагих холмов, где стелются сухие, седые злаки и полынь, глядишь в простор пустынной Кумании, в морскую вечереющую синь». И далее это стихотворение посвящено, как Бунин, который любил южно-русские степи, и перед тем, как эмигрировать во Францию, жил некоторое время в 18 году в Одессе, он очень любил южно-русские степи и население, и очень с большим интересом относился к тюркскому наследию жителей южно-русских степей. И, скажем, в этом же стихотворении еще в одном куплете говорится: «Через века в пустой могиле твой крест серебряный найду», и так далее. То есть он знал, что половцы до переселения на Балканы, часть половцев, по крайней мере, исповедовала православие. И раскопки показали православные кресты, и Бунин это включил в свой шедевр. То есть, вот уже тут даны географическая карта, где были расположены эти изваяния и так далее, которые очень, очень хорошо ассоциируются, орнаментика, этимология этих памятников с гагаузскими формами одежды и так далее. До сих пор, правда, остается неразгаданное значение вот этой чаши, которую почти все памятники держат на руках. То ли это религиозный какой-то предмет, то ли еще что-то, то ли чаша, то ли что. Но, по крайней мере, у Бунина об этом тоже сказано. Очень интересно. То есть, идентификация дальше. Это все
наши вероятные предки. Вероятные предки. Дальше, Аня. По крайней мере, еще в 1968 году, когда я опубликовал свою детскую работу, автореферат кандидатской диссертации, там было сказано о том, что в Джалтае есть такое село, и на кладбище я нашел антропоморфные фигуры. Правда, к сожалению, потом некоторые мои друзья, мои коллеги нашли такие же памятники, но без ссылки на то, что они были известны еще с 1968 года, но тем не менее это чрезвычайно важное явление, подтверждающее некоторое сходство с каменными изваяниями половецких степей, южнорусских степей. Короче говоря, гагаузы могут гордиться тем, что их вероятные предки создали культуру каменных изваяний, которые по своей исторической, символической, культурной значимости могут быть поставлены в один типологический ряд с такими шедеврами мира, как скифское золото, парфянские ковры, египетские пирамиды и так далее. Я не преувеличиваю по той причине, что это явление, редко встречающееся, требует дальнейшего, очень серьезного изучения. Вообще книга о гагаузах, которая выпущена теперь, она не решает многих вопросов, но она наводит на мысль, куда надо смотреть, о чем надо думать. В том числе и об изучении кодекса Куманикуса. Это четырехязычный словарь, который был создан венецианскими и генуэзскими купцами в северно-черноморских степях, и который является одним из первых серьезных источников кыпчакского языка. И если до сих пор по классификации Николая Александровича Баскакова гагаузский язык относится к агузской группе тюркских языков, то в этом кодексе Куманикусе, в этом словаре, в котором более 2500 слов, многие слова в разных сферах, хозяйство, дом, пища, еда, одежда и так далее, имеются кыпчакские слова, которые вполне понимаем мы, гагаузы, на базе своего родного гагаузского языка. И эти примеры будут опубликованы в первом томе книг, которую финансирует исполком Гагаузии. Вероятно, там с лингвистической точки зрения будут некоторые сомнения о том, что насколько это слово прочитываемо, узнаваемо, понимаемо гагаузами, но то, что грамотный гагауз, умеющий читать эти слова, может понять их значение, это точно. Эти слова вот в первом томе. Да, кстати, двухтомник, конечно, коренным образом отличается от этого тома. Практически это следующее уже издание по истории гагаузов. Картина Дмитрия Савастина. Вчера, кажется, отмечали его 70-летие. Очень характерная гагаузка, встречается с каменным изваянием. Правда, у Димы сказано об этом с его темпераментом и страстностью очень прямолинейно, но, в принципе, сам ориентир, поиск сходств, он на верном пути, короче говоря. Строй гагаузского языка написала Евдокия Степановна. Современная языковая ситуация написана. Квиленкова написала о самосознании. Это иллюстрации, в создании которых, как я уже говорил, активное участие приняла Анна Георгиевна. Что, у меня со временем уже, да, показывается? Дальше поехали. Это из фондов Волконежского, Камрадского и Черноморского музея. Динамику численности, первую часть 19 век написала Оля Радова, вторую часть Ира Субботина. Причем в демографической части
показана достаточно трагическая ситуация, когда молодое поколение, гастарбайтеры уезжают в Россию и в Турцию и в другие страны, и очень большой удельный вес молодежи, которая уезжает, тем самым сокращая численность населения самой Гагаузии. Дальше что у нас? Несколько статей помещены здесь о гагаузах в других странах. Гагаузы Украины, гагаузы Греции, гагаузы Бразилии, гагаузы России. Вот, в частности, Степан Степанович, булгар, подготовил статью о гагаузах Греции и гагаузах Бразилии. Дальше. Мне очень нравится вот этот рисунок Марии Васильевны. Ну, с Марией Васильевной я был знаком вообще со студенческих лет. Она в пору, когда шли бои, и я бы вообще хотел даже обратиться к Башкану Гагаузии, как-то отметить научный подвиг интеллектуалов, потому что гагаузская автономия возникала, формировалась не только потому, что между селами автобусы маршировали с громкоговорителями и собирались митинги, а прежде всего, на мой взгляд, потому что, как я уже говорил, была сформирована интеллигенция и была подготовлена концептуальная основа для самовыражения, для самодостаточности гагаузов. Потому что действительно была неловкая ситуация и даже непонятная, когда гагаузы, насчитывающие две Абхазии, гагаузы 140, 107, 160, абхазы 83. То есть практически гагаузы, насчитывающие почти в 2 раза больше численность населения, не имели автономии, а абхазы имели, поэтому вот этот рисунок, он чей рисунок? Афанасий Карачубан нарисовал. Это скульптор, который, да? Да, это сын Дмитрия Николаевича. Сын, да. Ну, замечательный рисунок. Да, потрясающий. Просто мне безумно нравится. Он сделан именно в таком классическом стиле, что это сидит ученый. Потрясающе. Да, очень большой раздел книги написал Новаков. Это вся материальная культура. То, что в Молдаване писал Коля Демченко, в гагаузском томе эти же разделы пчеловодство, полеводство, виноградарство, рыболовство и так далее написано. Я очень сожалею, что в гагаузской историографии плохо, не вполне адекватной реальности освещено рыболовство. Потому что вот тот доклад, который я готовлю к 3-му конгрессу, там я попытаюсь сказать более близкую связь между гагаузами и Черным морем. Потому что все-таки предки гагаузов были намного теснее связаны с Черным морем. Я не говорю уже о Калиакре, я не говорю о Варне, я не говорю о Валчике, о Рощуке и так далее, где гагаузы напрямую занимались рыболовством. И тут. Но это будущее, дело будущего. По промыслам и ряду других отраслей в системе жизнеобеспечения написала Диана. Диана Николаевна, вы видите, такая вот, она здесь скорее на актрису, на артистку похожа, чем на это самое. Ну, знает себе цену человек и вообще очаровашечка. Но работает интересно, хорошо, очень интересно. Особенно интересно. Вот мы сейчас готовим у нас в институте новую книгу по гостеприимству народов мира. Вот Диана одна из тех, кто основательно знает гостеприимство. Потому что в гагаузской культуре, в гагаузской ментальности не просто гостеприимство, а адамлык. И когда невеста, я пересказываю Машкова, когда невеста собиралась замуж, художник, да, привет, проходи, садись. Здравствуйте. Займи достойное место. Мы уже о тебе говорили. Спасибо. Кстати, у меня дома в Москве
около десятка картин. Как они называются, Дима? Эстампы, да? Вот. Литографии, да. Около десятка литографий, подаренных мне Дмитрием Ивановичем. Так, Наваков, материальная культура и гостеприимство, Никогла, Диана, Адамлык. Адамлык. Что такое Адамлык? Это когда невеста готовилась в замуж, гагаузская, она должна была продемонстрировать тому свадебному кортежу, который приезжал за невестой, показать, на что она способна, как она может принять гостей. И само гостеприимство от слова «адам» – человек, «адамлык» – человечность. Это не просто человечность, а умение проявить эту самую черту, человечность, на конкретно на гостеприимстве. Да, это все гагаузские поля, мельницы, культура, веретено, вязание, ткацкий станок. Все это вы видите. Дальше, Анечка. О, опять видите, как это сама Мария Васильевна. Так я не договорил. Насчет того, что вообще-то, конечно, Мария Васильевна и Степан Степанович Курокова как интеллектуалы заслуживают какого-то особого признания за вклад не только в науку, но и за научное, концептуальное обоснование гагаузской автономии Гагаузии. Дальше. Ну, это современные дома. О, потрясающие фотографии. То есть вообще это, ну, весь мир будет любоваться этим стариком. Дальше. Софра. Я очень удивился, когда вот сейчас готовил для Вильнюса доклад, я недели 2 тому назад оттуда вернулся, и я обнаружил, что у караимов, у крымчаков софра очень имеет широкое распространение. Это тоже требует очень серьезного, углубленного изучения. Почему у гагаузов и у караимов, караимы это тюрки, исповедующие иудейскую религию, но в быту имеющие похожие элементы материальной культуры. И софра у них точно такая же. Анечка, дальше. Так, ну это что у нас? Традиционная гагаузская одежда. Дальше. Украшения. О, лифты. Когда нас выселяли из дому, в 1949 году ворвались автоматчики, девушки связали руки, но один молоденький лейтенант, вооруженный, успел шепнуть моей маме, чтобы она собрала какие-то вещи и обязательно прихватила украшения. Видимо, они были проинформированы, что для гагаузов лифты представляют определенную ценность. Мама сохранила эти лифты, и когда мы вернулись в 1958 году из депортации, мы на 3 вот таких лифта купили домик. Это вот к тому, какое значение украшения из золота имели для гагаузов. Ну вот видно по количеству... Машков писал, генерал, об этом в своей книге, что по количеству лифтов можно сказать, сколько валов, сколько коров гагаузка носит на своей груди. То есть значение было подчеркнуто еще в конце 19 века. Дальше. Ну, это все самые гагаузские. Ну, Степан Степанович, царство ему небесное, это его любимая фотография. На очень многих книгах, которые он публиковал, поэтические, прозаические и прочее, он особенно любил эту свою фотографию, и она мне тоже нравится. Действительно, тут есть какая-то поэзия, какое-то томление. Дальше. А вот Степанов, который опоздал, но все-таки пришел. Вот он здесь сидит.
Никогла. Похоронно-поминальная обрядность. Дальше поехали. Ага, это значит свадьбы. Свадьбы. Ну, вот я только что в Кургане был неделю тому назад, рассказывал на конференции о гагаузской свадьбе в Тамакулье. Из села Суханово приехал кортеж за невестой в село Тамакулье. И когда кортеж въезжал во двор дома, который сохранился, и я привез эту фотографию, значит, жених должен был иметь в кармане веревочку, в конце веревочки гирька. Обычно с помощью этой гирьки выясняли отношения молодые люди между селами, между собой. Но тут он должен был достать веревка, привязанная к порталу ворот и к трубе дома. Веревка, на этой веревке красная ленточка, обязательно красная. Он должен был с помощью этой ленточки достать эту красную ленточку, и это означало очень многозначно имело значение, что он уже мужчина, что он уже способен к демографическому воспроизводству и так далее. И что самое интересное, значит, первая книга вот этой серии, русские, 19, это 18-й том, да, 18-й. В первой книге я нашел, что в Каргополе, откуда переселенцы Каргополья переехали в середине 19 века, был такой же обычай, что жених должен был обязательно подтвердить свою готовность к тому, чтобы быть мужчиной. И для этого служила красная ленточка, которую надо было достать с какой-то высоты. Ну, в этнографии это называется обряд инициации, который человек, переходя из одного поколения, из одного состояния в другое, должен продемонстрировать свою готовность к переходу к другой возрастной группе. Так вот, в Тамакулье гагаузская свадьба справлялась маргинальным способом, в котором сочетались и русские элементы свадебного обряда, и гагаузские элементы свадебного обряда. То есть за какие-то 5-6 лет произошло взаимодействие культур, восприятие элементов иноэтнической культуры. Это свадьба гагаузская. Да, и в Кургане меня спросили, а как вообще дальше спецпереселенцы, которые вернулись домой, они что-нибудь сохранили? И я им рассказал случай, который был у меня с Петром Михайловичем Пашалы. Мы посетили семью переселенцев, и по обычаю мы, как гагаузы, ждали, а нельзя кое-что софра, шарап нам, пиемир нам. Вместо этого нас угощали по тамакульскому, по сибирскому обычаю с пельменями сибирскими и водкой. Спасибо. То есть достаточно было 8 лет, чтобы были восприняты элементы одной культуры в систему и инкорпорированы в систему другой культуры. Дальше. Ну вот перед этим вот, вся гагаузская кухня, она здесь представлена, и в первом томе двухтомника будет представлена в цвете. То есть это только гордость, но не только гордость для читателей, но и возбуждение аппетита, потому что фотографии очень вкусно смотрятся. Значит, очень важная статья Любы Остапенко, это сотрудница нашего Центра по изучению межэтнических отношений, об особенностях отраслевой социально-профессиональной культуры. Эта тема требует вообще специального изложения, специальной лекции, специального доклада. Она лежит в основе понимания самосознания и в основе понимания самодостаточности культуры народа. Очень важная статья,
Ямсков изучал на примере двух сел Этулии и Чешникёре. И он обработал хозяйственные книги вместе с секретарем сельсовета и сделал выводы вообще о состоянии трудовой миграции. Ну, в книге помещено несколько статей, посвященных культовой системе. Культ коня, культ предки, культ петуха и так далее. Значит, меня очень удивило то, что имеется сходство культа предков у гагаузов с культом предков Китая. Значит, в Пекине я читал лекции, и потом во время обсуждения мне показалось, что в культуре китайской культ предков сформулированный и сформатированный и в конфуцианстве выражен очень ярко. То есть для китайца культ предков имеет огромное значение не как религия, а вообще как правило жизни. И в этом плане я думаю, что у нас тоже недостаточно это проработано. Дальше. Ну, это Петя Келеш, вы знаете. Вот вышивка. Вышивка, на которых культ петуха, он имеет различные проявления и на фронтоне домов, и на наличниках, и на вышивках, и на полотенцах, и на других предметах. Люба Чимпаеш, автор главы о достанном эпосе, Виталий Сыр, поэтическое творчество. И особенно важная статья композитора Дмитрия Гагауза о песенно-инструментальном творчестве гагаузов. Вот во втором томе двухтомника, который будет готовиться к 3-му конгрессу, уже будет статья Гагауза о профессиональной музыке, будет статья о профессиональной живописи, то есть о профессиональной культуре гагаузов, о котором очень мало написано. Особенно меня вызывает сожаление, что гагаузские художники, вот, например, Дмитрий Иванович издал свой альбом в Турции, а гагаузы не имеют. Хотя, судя по обложке, мне кажется, что это чрезвычайно интересная, важная и нужная всем книга. И, конечно, нужно произведение профессиональной живописи. А наши художники Айогла, Вулканешках, Фазлы, Петя Фазлы и так далее, очень мало работы. И у меня вызывает это крайнее сожаление, что нет квалифицированного обсуждения, изложения идеологии, эпистемологии произведений гагаузских художников. От этого вообще вся культура гагаузов, вся ментальность гагаузов страдает. Более того, я даже думаю, что в принципе искусствоведение это научное объяснение тех или иных отраслей художественного творчества очень сильно хромает. От этого хромает и сама культура гагаузов, и сами гагаузы. Я возвращаюсь к тому, с чего я начал, что обоснование художественных произведений, художественного наследия живописи имеет огромное значение для того, чтобы гагаузы были восприняты в мире в одном ряду с другими народами. Дальше. Ну вот я говорил о библиографии, я на этом заканчиваю, что мы включили около 3, сколько там, Таис, сколько вы насчитали? 3062. А? 3062. 3062 названия. Причем включили не только те работы, в которых имеется прямое указание гагаузы в названиях работ, но и те работы, в которых нет прямого названия, но тем не менее они имеют прямое отношение к гагаузоведению
и, в общем-то, позволяет не согласиться вот с этой необдуманной, скороспелой рецензией такого выдающегося историка Молдовы, который позволил себе бочку дегтя, то есть ложку дегтя в бочку меда в связи с выходом этой монографии. И в заключение я хочу зачитать надписи, которые я сделал в каждой из 3 книг. Певцу, ценителю и проповеднику русского языка и культуры Башкану Гагаузии Михаилу Фурмузалу. Это книга о гагаузском языке. Здесь Фурмузалу Михаилу Макаровичу, Башкану Гагаузии, носителю идей идентичности, книга об идентичности, толерантности и доверительности, ответственности и солидарности от имени авторского коллектива. Ну, насчет вот доверительности я 2 слова позволю себе сказать. Присаживайтесь. Сокол говорит, я буду стоять. В Кургане передо мной на пленарном заседании выступал местный профессор, симпатичный мужик, и он огласил программу использования исторической науки в воспитательных целях. Вы знаете, теперь у нас с воспитанием интернационализма очень трудно. Закон, который мы написали по солидарности, не прошел, потому что народ не является, по мнению юристов, субъектом права. Поэтому есть огромное количество прав и свобод личности, но нет серьезного, аргументированного правового основания для защиты прав группы. Так вот, у этого профессора в докладе было сказано, что одним из 4 направлений формирования современного патриота России является формирование принципа толерантности. Это к вопросу о ложке дегтя. Вот я извинился, что в моем выступлении будет ложка дегтя в отношении курганского земляка-профессора. И сказал, что толерантность, 1996 год был Организацией Объединенных Наций объявлен годом толерантности. Но мода и социальный заказ на толерантности довольно быстро как-то исчезли.